Добрый день, Иван Григорьевич. Добрый день. Расскажите, что оказало влияние на выбор вашего жизненного пути? Как вы стали директором национальной школы? Ой, никогда не думал об этом. Так повернулась судьба неожиданно. Это годы, когда вот начало 90-х, когда все начало меняться, возрождаться, национальная культура, родные языки, начали возрождаться, люди повернулись к истокам. И вот вдруг мне предложили стать директором Чувашской воскресной школы. А до этого вы кем работали? Вообще, по образованию я журналист. Много лет работал на телевидении. Работал в печати, в газете, и в районной, и республиканской печати. И вот я директор школы. Скажите, а в чем особенность вашей воскресной школы? В чем особенность по сравнению с другими образовательными учреждениями доп. Образования? Наша школа тоже относится к учреждениям дополнительного образования. В чем отличие? Здесь звучит родной язык, национальный колорит. Здесь дети узнают о своих корнях, могут и родословную изучают под руководством и с помощью учителей, и вышивку национальную изучают, родной язык изучают. То есть, живя в условиях города, ребенок может все это постигать, как будто он живет в компактной своей среде. Помимо изучения чувашского языка и литературы, вы знакомите детей с культурой этого народа? Да, культура, обычаи, традиции, праздники. У нас чуть ли не каждую неделю проходят праздники какие-то, посвященные каким-то календарным праздникам, древним календарным праздникам, каким-то событиям, юбилеи, конференции разнообразные. То есть дети и родители могут изучать культуру родного народа. Причем культуру народа местного. Чуваши живут много сотен лет в этом краю. И с башкирским народом вместе. И есть какие-то определенные, сформировались какие-то особенности в языке, в культуре. И все это мы изучаем. Вообще наши образовательные программы созданы на местном материале. Это их ценность. То есть мы не берем готовые учебники и программы из Чебоксар. Если бы мы их взяли, мы бы изучали как бы чувашскую республику. То есть совсем не то, что нам надо сегодня. Вот. Наши дети изучают родной край, и в том числе родной язык, родную культуру и историю. Ваша школа признана научно-методической базой чувашеведения и национального образования в Республике Башкортостан. Получается, Чувашская воскресная школа является своеобразным образовательным центром всех Чувашей Башкирии? Не только Башкирии, наверное. Вот те особенности, которые те наработки, те исследования, которые у нас есть, например, по наследию Миронова, по наследию просветителей, которые жили в Уфе, работали в Уфе, чувашские просветители, Уфимской губернии. Вот все они представляют огромный интерес для всей России. Расскажите о вашем коллективе. В нашем коллективе, как и, наверное, в других школах, любой директор будет хвалить, конечно, но я тоже буду хвалить и заслуженно, потому что действительно в воскресных школах работают удивительные люди, энтузиасты, которые прикипели душой, что ли, которые понимают цену и культуре, и обычаям, то есть относятся очень бережливо. Школа предоставляет возможность показать, применить способности, возможности, чтобы сохранить культуру народа. И тем интересен каждый народ.
И поэтому наши учителя там, причем они по много лет работают. Несмотря на в общеобразовательных школах жалуются, зарплата маленькая, а я вообще молчу. Люди вот работают, энтузиасты, по много лет, 10 лет. Есть люди, которые с первых дней работают. Вот 26 лет и работают 26 лет. Вот. И они не просто так работают. Вот отработал свое время, там программа прошел. Они еще находят время, свободное время в архивах работают. Они по деревням ездят, изучают, то есть накапливают материал для работы, для обучения. Вот. И таких у нас им, счастье, наверное, что есть такие люди. И причем, что интересно, к нам начали уже второе поколение учителей, можно сказать, даже есть. Те, которые занимались первые десятилетия, они уже у нас учителями работают. Вот выпускники нашей школы. Или ходили в актив, студенты, например, педвузов, приходили на всех мероприятиях, участвовали, на лекциях сидели. И вот они теперь учителя наши. То есть новое поколение появилось. А Иван Григорьевич, как вы проводите свое свободное время? Я боюсь, что ни у учителей, тем более у директоров нет свободного времени. Понятия свободного времени вообще сегодня. Да и никогда не было. Потому что учитель, вернувшись домой, он должен читать литературу. Он должен готовиться к завтрашнему дню, другому, готовить какие-то программы, какие-то учебные пособия готовит. Вот, то есть свободное время – это та же работа. Расскажите о вашей семье. Чем занимается ваша супруга, дети? Супруга работает в школе, в нашей же школе. Вот как раз она шьет нам, детям костюмы. Дети учились в этой школе тоже. Хорошо владеют, приемлемо, скажем, для нашего времени, родными языками. Оба в Москве. Вы долгие годы трудились в Кировском районе и трудитесь сейчас по сей день. Расскажите, что для вас значит именно Кировский район города Уфы? Кировский район особенный район. Это честь для любого человека работать в этом районе. Здесь и историческая часть города, да, история. Здесь и интеллектуальный потенциал. Здесь вузы, здесь театры. Здесь, то есть, это элитная часть, элитный район, элитный район. И поэтому тут работать и честь большая, и ответственность большая. Тут нельзя плохо работать, спустя рукава нельзя работать. Ваше любимое место в Кировском районе города Уфы? В Кировском районе, вот это наша школа, любимое место. Что можете пожелать молодым людям? Современной молодежи? Несмотря ни на что, времена бывают разные. Не надо терять оптимизма. Надо трудиться всегда, любое время. Трудолюбие – это самое главное в жизни. Надо постоянно учиться, тем более в наше время. Учиться, овладевать разными профессиями, специальностями. То есть надо учиться теперь языкам программирования. Не только родному языку, языкам других народов. Еще языкам жить в информационном мире мы живем теперь, в цифровом мире. Поэтому надо постоянно учиться. Кино или театр? Театр, конечно. Спорт или творчество? Творчество. Чай или кофе? Чай. Преимущественно, раньше любил кофе. Ваше коронное блюдо? Все сладкое. Кошка или собака? Собака больше. И кошки интересные. Как вас называли в школе? Как меня называют? Профессором. Любимый фильм? Очень много. Я в детстве все фильмы смотрел. В течение дня один фильм показывали. Я ни один фильм не пропускал. У меня список был к просмотренным фильмам. Целый огромный тетрадь, общая тетрадь.
Ну, Самый любимый. комедии, больше, наверное, советской комедии. И вообще советские фильмы, преимущественно. Они воспитывали, и во многом их заслуга, что я тоже, вот, не знаю, я хороший или плохой, но в этом сыграл роль именно советский фильм. Море или горы? И горы. Квартира или дом за городом? Ну, дом за городом — это детство больше, ностальгия. Ну, живешь в городе, конечно, в квартире. Выходные в городе или на природе? Хотелось бы на природе, но все круглые сутки, круглый год в городе. Спасибо большое. Вам счастья, удачи, творческих успехов, чтобы ваша школа процветала. Всего самого наилучшего. Вашими молитвами, да, Божьей помощи, как говорят, да, будем надеяться. Спасибо вам. Спасибо.